воскресенье 25 сентября Слонинский коммунальник на выезде, преодолев на своей красной стреле расстояние в 360 километров, встречался с футбольным клубом «Жлобин». Игра проходила на городском стадионе «Локомотив» на улице Парижской коммуны. Интересная деталь, если вспомнить, как любя называет коммунальник фаната этой команды. Футболисты коммунальника играли в красной форме. Первый тайм проходил в равной борьбе и был не из самых зрелищных. В стартовые 30 минут линии защиты коммунальника и горожан почти не совершали ошибок, а создаваемые острые моменты так и оставались моментами. При этом значительную часть времени команды проводили в центре поля, пытаясь найти продолжение игры в атаке. На 15-й минуте в начале дальним ударом проверил Владимира Корнея Андрей Васильев, а затем Сергей Гусар, получив пас на правом фланге, выиграл позицию защитника и из штрафной зоны пробил в ближний угол. На месте оказался Дмитрий Нижников. На 29-й минуте слонимчане быстро разыграли штрафную, Максим Федорчук навесил штрафную, и Юрий Кособук, обыграв на втором этаже защитника, головой пробил в дальний угол ворот. Мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги. На 35-й минуте в результате единоборства, получая серьезные травмы, игрок Жлобина и Денис Куцко. Пока скорая помощь отвозила пострадавшего футболиста хозяев, в игре был объявлен технический перерыв. Предлагали оказать помощь в больнице и Куцко, но наш капитан мужественно отказался, и голову бинтом ему перематывали прямо на кромке футбольного поля. Денис как будто чувствовал, что станет героем этого матча. На 42-й минуте при выполнении штрафного Алексей Кривецкий делает навес штрафную, и набегающий Куцко в одно касание посылает мяч в ближний угол ворот Жлобина, открывая счет в этом матче. Вот тебе и как уже. Очень важно, что слонимчане ушли на перерыв без пропущенного гола, хотя хорошая возможность сравнять счет была у Сергея Малиновского. Во втором тайме коммунальник не стал играть на удержание счета, а продолжил в своем исполнении добротный атакующий футбол. Как результат, гол забитый Сергеем Гусаром на 54-й минуте матча. Атаку слонимчан длинным навесом начал Денис Куцко. Мяч оказался у Сергея Климца, который пробивает с убойной позиции. Мяч парирует, но не удерживает Дмитрий Нижников. И отскочивший пятнистый головой в ворота забивает Сергей Гусар. Гости продолжали нагнетать обстановку у ворот горожан. Отличиться у слонимчан могли Юрий Кособука, Сергей Климец и Николай Остапчик. Жлобинцы сражались до 78-й минуты матча. А на 78-й минуте вместе с голом Дмитрия Лишунюка случился окончательный перелом в этом поединке в пользу коммуны. Комбинацию слонимчане разыграли как по нотам. Сергей Климец запускает по левой бровке Алексея Кривецкого, Алексей делает навес штрафную, и Дмитрий Лишунюк головой замыкает передачу товарища. Через два оборота секундной стрелки Максим Федорчук, как нож сквозь масло, проходит через все оборонительные редуты хозяев, входит в штрафную и делает поперечный пас на Сергея Климца. Тому ничего не оставалось, как расстрелять ворота бело-синих. Довершил разгром на 85-й минуте Николай Стрижков. Егор Соколовский, впервые вышедший на поле после травмы, с центра поля делает диагонально Стрижкова. Николай входит в штрафную и мощно пробивает под перекладину, не оставляя никаких шансов Дмитрию Нижникову. При забитых мячах и очевидном преимуществе слонимчане могли позволить себе сыграть и красиво. Убедительная победа коммунальника стала отличным подарком, помимо плюшевых мячей, для тренеров команды Александра Гусара и Александра Кадыбека, недавно отметивших свои дни рождения. После игры главный тренер футбольного клуба «Жлобин» Владимир Симоненко дал оценку игры своих подопечных.
Юрич, как оцениваете игру своих подопечных и как вам сегодня команда «Коммунальник»? Ну, результат по игре может быть не с таким счетом, может быть не на 5-0, но то, что победил сильнейший, это однозначно. Мои выдержали только до перерыва, до скорой, выезда скорой помощи, может быть, установку, а потом развалилось. Ну, это, наверное, закономерно, потому что, объективно соперник был сильнее. Я не хочу там оценивать игру «Коммунальника», наверное, оценит Леонид Альбинович, мои немножко не выполнили установку, а может быть, чтобы выполнить, не хватило просто сил или возможности сопротивляться с хорошим соперником. Полузащитник «Коммунальника» Павел Баскаков, хоть и не забил в этом матче, старался не меньше остальных. Павел, как ты сегодняшний соперник, легко ли было с ним играть, и что позволило команде выиграть с таким крупным счетом сегодня? Ну, я считаю, что хорошо подготовились к игре, изучили соперника, их слабые места, сильные места. Изучили, и воспользовались своими ошибками и забили 5 мячей. Я считаю, это хороший результат. Так, почему ты сегодня не забил? Не забил, но не было момента, партнеры забили, я рад за них. Следующую игру «Коммунальник» проведет дома в воскресенье 2 октября. Соперником желто-синих будет сосед по турнирной таблице Слонимский Белтрансгаз. Начало поединка в 16 часов. Постскриптум. При всем уважении к главному тренеру футбольного клуба «Жлобин» Владимиру Ильичу Симоненко, к его футбольному коллективу, на ум после игры пришла следующая музыкальная композиция. Солнце зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно. Я видел, как умирала надежда и майки, моя душа плачет. Зачем ты стучишь в мои барабаны? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поешь мою песню? Мне и так больно. Какая боль, какая боль. Аргентина, Ямайка 5-0. Какая боль, какая боль. Аргентина, Ямайка 5-0. Вот тебе и картужин. Синее небо, такие белые облака на голубом, как бело-голубые флаги Аргентины. Я закрываю глаза и вижу леса и Ямайки. Я вижу ее золотые пляжи, я вижу ее прекрасных женщин, их лица печальные. Какая боль, какая боль. Аргентина, Ямайка 5-0. Какая боль, какая боль. Аргентина, Ямайка 5-0. Наши женщины прощают нам нашу слабость, наши женщины прощают нам наши слезы. Они прощают всему миру смех и веселье, даже Аргентине. Так танцуй же, танцуй под мои барабаны, так пой же, пой со мной мою песню. Сенсемильи хватит на всех, пока звучит регги. Какая боль, какая боль.